Предоставление пространства оборудования для творческих инициатив и проведения повседневных задач пользовательской аудитории. Это именно оборудование. 3D-шники, студии виртуальной реальности, начиная с очков, там, я не знаю, лазерные принтеры, извините, лазерные гравировщики, вот эти вот станки. Какие-то, так сказать, примеры роботов, да, чтобы люди могли обкатывать свои идеи или что-то делать на этой базе. Третье – это образовательная деятельность, просветительскую назовите, у нас нет лицензии, да, у кого здесь. Пусть будет просветительская, направленная на адаптацию людей, населения к тем технологиям, которые появляются, и тем более будут появляться завтра. Это очень важно, потому что маховик раскручивается все сильнее. Самый простой пример, я не знаю, вот простейший, да, появилось приложение мобильное, называется Едодил. Наверняка кто-то пользуется, да? Вот, так сказать, покупки, там, я не знаю, продуктов те же, были до Едодила одни, а теперь другие. Я вообще в магазин не хожу теперь, прежде чем, так сказать, посмотрю. Нужен мне там, я не знаю, сок. Бом-бом-бом-бом. Смотрю, где он самый дешевый. Мне не нужно ходить в каталоги, собирать эти самые. Это время, это... Нужна там другой продукт, пожалуйста, там. Научите этим пользоваться ваших пенсионеров. Они, так сказать, склонны. Вот прям вот сегодня изучаем это, завтра вот это, завтра там яндексовские карты, еще что-то. Понимаете? Это каждый день что-то появляется, каждый день какие-то устройства появляются, да? Это вот это как раз. И чем дальше, эта задача будет все больше и больше становиться актуальной. И обеспечение свободного доступа к информации. Вот теперь оно где. Потому что свободный доступ к информации люди получают каждый день через свои мобильные устройства. И это их основной канал. Но уж кому хочется, да, тут вы должны, так сказать, купить, да, приобрести и предоставить. Тем, кому это, так сказать, нужно, необходимо. Если это нужно сообществу, если это не кто-то захотел, там, не знаю, Донцову почитать, да, в досуге. А что-то, так сказать, для более серьезных вещей. Итак, реализация свободного обмена мнениями и идеями, друзья мои. Вот то, что я уже сказал, да? Устное общение между всеми слоями и группами, которые составляют ваше сообщество. Еще раз говорю, сообщество, в целом сообщество. Не те редкие люди, которые у вас остались и ходят, да? А к вам ходят дети, пенсионеры, да? А те люди, которые заняты в общественном производстве, у них что, проблем, что ли, нет? У них проблемы очень серьезные бывают, да? А чем дальше, тем проблемы это будут все серьезнее и все жестче. Что там было у нас по курсвалюту? К 30-му году ассистенты будут водить машины? Естественно, будут. Конечно же, даже гадалки не надо ходить с этим. Это просто математика показывает. Да, будут. Уже сейчас ездят по Москве, так сказать, 800 Тесла. У них у всех есть режим автопилота. Включаешь и едешь. Все. Понимаете? Это уже есть. Конечно, это будет, так сказать, дальше развиваться. Что-то еще. Вот таких социальных проблем, да, очень много. Библиотеки, вот тут очень важная, смотрите, задача-то, выявляют проблемы и существующие, особенно перспективные. Они должны видеть дальше и глубже, чем это делают среднестатистические граждане. Сейчас по нашему персоналу, увы, это сложно себе представить. Но так должно быть, и так к этому поворачиваться. С трудом, со скрипом, со стонами, с воплями, с написанием жалоб в прокуратуру, я не знаю, куда угодно, да, о том, что меня обижают. Я вот такая умная, меня за дверь выставляют. Но это идет, потому что это Толстого все читали, да, «Война и мир». Да? Объективный ход истории. Вы можете тормозить, вы можете увеличивать темп, но вы не сможете его остановить. Понимаете?
Поэтому ваша задача, вы или цепляетесь и тормозите, да, или наоборот, с другой стороны тащите на себя. Тут, так сказать, по-другому не получится. Значит, это действительно вот низовая ступень сообщества, парламент. Это просто парламент. Мы не в состоянии решить, друзья мои, проблемы. Наша задача обязательно организовать их обсуждение. Пригласить сюда всех заинтересованных в решении любых проблем, которые относятся к нашему, это называется обслуживаемой аудитории, да? Любое, то, что вот нас может волновать. У мам молодых, ну категории, да, свои проблемы. У людей 55+ свои проблемы. Вот для них это вообще, я вам по секрету скажу, знаете, какая самая выгодный сервис, в принципе, в мире? Для кого? Для какой аудитории? Для пенсионеров. Мы в данном случае становимся совершенно другим учреждением. Мы становимся инструментом для решения социальных проблем. Реальных социальных проблем. Мы не пятое колесо в телеге, куда можно ходить, а скорее всего можно не ходить. Да, так сказать. Мы можно сказать, для сообщества мы основное учреждение, которое помогает решать все наши задачи. Вот у меня такая проблема, вам туда-то. У меня такая проблема, вам туда-то. А у меня такая-то. А давайте соберем вот этих, у них такая же, да? Давайте обсудим, подумаем, как нам лучше с этим справляться. Это центр сообщества. Библиотека – центр сообщества. Более того, библиотека в данном случае нейронная сеть сообщества. Туда, где стекаются все мысли, чаяния, вопросы, пожелания, перспективы. Пространство оборудования, друзья мои. Место реализации творческих инициатив. Мы даем людям те устройства, которые позволяют им себя реализовать. Сейчас практически все выходит в виртуализацию. Все, что можно виртуализовать, то есть превратить вот в единицы и нули, да, виртуализируется. Вы замечаете, ну просто, так сказать, наблюдением, так, поделюсь, да, посмотрите, сколько в ваших в телефонах устройств. Там и кинокамера, там и фотоальбом, там и кассеты видео, там и записная книжка, там и что там еще? Ну, калькуляторы, часы, будильники, что там угодно, да, карты, ноты, все что угодно, да. Виртуализировано, видите, было вещью, а стало единицы нули. Виртуализировалось. Ровно неделю назад, в это время, я, облачившись в виртуальный шлем виртуальной реальности, в студии был монтером электроподстанции. Я просто очутился в мире, это на выставке «Россия, устремленная в будущее» в Манеже было. Я очутился на подстанции. Это был виртуальный тренажер для систем энергообеспечения. Я ходил, подстанции видели эти самые, да? Я заходил в здание, я видел перед собой руки свои, да? Я этими руками выдвигал виртуальные шкафы, тумблеры переключал. И делал шаг назад, потому что там, когда открываешь, створку, вспомните, как трудились ваши дедушка и бабушка, скорее всего, они трудились на одном месте всю жизнь. Да? Как трудились ваши родители и как трудитесь вы. Не будут вот эти ребята, которые тут сидят, да, они не будут всю жизнь трудиться в одной специальности, с одной операцией. Не будут. Веб-мастер, если вы знаете, да, это профессия, которая зародилась там в 90-е годы. Сейчас она умерла уже, все. Сейчас программа уходит. Водители умирают полностью, да. Все, кто продавцы, тоже умирают. Это будет постоянная переподготовка. Роль институтов переподготовки гигантская.
Она уже гигантская, да? Как можно решать какие-то там задачи сегодня? Как можно зарабатывать деньги сегодня? А можно предоставить, я не знаю, свой компьютер для того, чтобы он там чеканил биткоины всякие, ну, криптовалюты, да? Вот вам, пожалуйста. Маленькая, но копеечка. И вы можете виртуальные на вполне реальные денежки обменять. Это цифровая экономика, это иной стиль мышления. Мы должны научить этому стилю мышления. Само собой, что надо обладать предварительно самому. Ну и платный контент, не хочу говорить, так сказать. Это наша традиционная работа. Электронная плюс, так сказать, печать, да? Печать будет падать, еще раз говорю, это шагреневая кожа. Я встречал наивных людей, которые, так сказать, думают, что печать forever, да? Только в двух местах. Первое — это издатели, понятно почему, да? И у них аргумент, знаете, в следующем году уж точно должен начаться рост, потому что ниже падать некуда. Что, аргумент, что ли? Это вот серьезные дяди, тети сидят, вот такие вещи говорят с трибун. Это что за... А второе, сами догадайтесь. Библиотекарь. Они тоже вот привыкли. При книжечках-то мы как-то вот при книжечках. Да. Не получится. Сразу говорю, не получится. Кто, так сказать, кто при книжечках, ну, друзья мои, это даже не работа на сокращающемся рынке, понимаете? Это хуже, это эпигонство, знаете, такое. Ключевые подходы, вот это очень важно, смотрите. Меняется все. Нельзя библиотека не может изменить что-то, да, а главную суть своей работы, вот этот переход к обществу знаний, к созданию знаний, к работе со знанием, значит, с людьми, да, как-то половину, да, такого невозможно, в принципе, да. Здесь два принципа очень хорошие, смотрите. Первое, это мы работаем на аудиторию, не на наши задачи, какие мы их понимаем, да. Мы идем к людям и спрашиваем этих людей. Устраиваем, специально есть методики, что вам интересно, что вам нужно. Но мы обладаем теми знаниями, которыми они еще не обладают. Как Стив Джобс, да? Ему предложили провести маркетинговое исследование с тем, чтобы выяснить, что пользователи, потребители ожидают от нового компьютера Apple. На что Стив Джобс сказал? Ни в коем случае. Пользователи даже не предполагают, что мы можем им предложить, пока мы им этого не предложим. Они то, что я говорил в первой части, не знают. Они думают, что они проживут и 10, и 20, и 50 лет в том состоянии, в котором они находятся сейчас. Ничего подобного. Не получится. И для сообщества это будет гигантский стресс. И лечиться они придут от него. Должны прийти к вам, потому что вы им должны указать путь того, как действовать в этих новых условиях. Именно для этого сегодня существует библиотека. Значит, второе — волонтерство. Друзья мои, мы не сами все это делаем. Мы площадка для реализации городских инициатив. Городских, сельских, каких угодно инициатив. Мы не обязаны все знать. Мы обязаны найти тех людей, которые знают, привлечь их и не барьерить без излишних, так сказать, на то основание. Я уж не говорю про режим работы, так сказать. И тогда библиотека превратится в живое место. Это будет настоящее место. Это уже где-то, не то, что где-то, здесь например, есть. Это место творчества. Это место освоения действительности. И не важно кем. Детьми такими, да, там, трехлетки приходят. И пенсионеры. И у каждого свои проблемы. И всем библиотека помогает. И это здесь происходит. Преобразование. Теперь уже ни с кого, так сказать, ответственность не снять. Да? Текущая ситуация. Давайте посмотрим. Зеркало перед вами представляю, да? Посмотрите в зеркало. Будущее не наступит. Наступит, но не у нас. Наступит, но не скоро. То есть, подразумевается, мы до пенсии уж как-нибудь доработаем.
Плохая новость. Плохая новость. Очень скорая и очень кардинальная. И это будет ваша скоропостижная профессиональная кончина. Чтобы как-то избегнуть, да, надо априори предпринимать, так сказать, действия. Учредители, те вообще просто, извините, ушла в зал начальник, да? Те просто обезумели, прям скажем, да? Они понимают, что что-то не так, да? Понимают, выразить не могут. Но у них есть одно прямое решение: обложить отчетами, планами, чтобы понять, что они там делают. Понимаете, в Москве вот мне тут жаловалась, вот вчера мне жаловалась моя, так сказать, заочница. Видеофиксацию сделали. Видеофиксацию посещения. Все. В Подмосковье перезагрузка. Перезагрузка. Я беседую со своей, так сказать, одногруппницей, директором библиотеки одной из ЦБС Подмосковья, говорю, а что ж они поднимают, так сказать, Министерство подмосковное под перезагрузкой культуры, да? А говорит, посещение, как хочешь, говорит, посещение на 20%, но увеличивает. Вот это перезагрузка. Понимаете, что это такое? Смотрите, вот, друзья мои, чтобы понятно было. Вот если у вас собака охотничья живет в деревне, и вы ходите с ней на охоту, вам, грубо говоря, пофигу, какой у нее экстерьер, как у нее холка, какой у нее лапы, она должна ловить дичь. Все, у нее, как она ловит дичь, она хорошая и плохая собака. Но только вы ее перевезли в город, да, дичь она не ловит, а вам как надо мериться, да, как надо, да, по прямому назначению не используется. И вот тут начинается, так сказать, измерение вот этих вот искусственные совершенно, да, просто искусственные. Ну, то, что вас обложили отчетами, это, так сказать, как бы, это данность. Еще раз говорю, учредитель сам не знает, что делать. Он чувствует, что, ну не так, ну я и так, я и сяк. Как. Порой просто как в болоте, там, знаете, даже эхо тонет. Да. Библиотека в Москве, это вообще просто. 442 библиотеки. Из них живых, ну штук 20-25 может. А в остальные приходишь, Но, честно вам скажу, вот, это не трибуна, конечно, самую жуткую вещь, из тех, что я увидел, да, я увидел в Ижевске. В Ижевске в 16 году, в январе. Когда я зашел в компьютерный зал Национальной библиотеки, который в Слепецкой помещается. Знаете, такой есть. Их распределили, да, кого куда. Там сидит тетенька, ряд компьютеров, такой, все красиво, да, я говорю, а вот как, я такой, пришел инкогнито читать. Как мне воспользоваться компьютером? Ой, пожалуйста, 30 рублей в час. Я говорю, что? 30 рублей в час? Как? В трамваях, там вот, так сказать. Но вы же платите за билет в трамвай? Да, вообще-то, да. Но, ладно. А сколько же вы зарабатываете таким образом? Она мне говорит, 500 рублей. Я говорю, в день? Он говорит, месяц. Понимаете, вот тут я разродился, конечно, так сказать, потому что это, вот лучше бы не было совсем, понимаете? Лучше бы не было совсем. Это не то, что это имитация, а это извращение. Понимаете, это порочит культуру, порочит библиотеку. Мы умнее, мы лучше на самом деле, чем вот так. Понимаете, человек вот целый день прожигает жизнь, сидячи там, да? Он что, становится, так сказать, высококультурным, моральным, имитируя каждый день? 500 рублей в месяц. Это просто... Были другие примеры. Я много езжу по России, да, я много чего видел, да. Я видел, так сказать, бочонки такие жестяные для сброса для подписки на периодику. Жестяной бочонок стоит на стойке. Туда скидываете, жертвуете на подписку на периодику. Метод такой библиотечной работы. Вот то, что я видел в Ижевске еще в 16-м, это я до сих пор вспоминаю с содроганием прямо. Хотя, наверняка по России есть еще что-то покруче, да? Значит, что у нас осталось, да, из сильных сторон, вот реальных наших сильных сторон?
Друзья мои, сетка, наличие сети. Наличие сети. У нас есть сеть учреждений, распределенные по стране равномерно, которая пока не знает, что ей делать. Почтовая станция, железку проложили, какое-то время, чего-то так сказать. Это пока единственное. Задача какая? Наполнить ее реальным содержанием. Нужным людям содержанием. Если все оставить по-старому, я тут долго останавливаться не буду. Хоть вы, я не знаю, хоть что сделайте, но не будет это работать. Не будет. Потому что время просто-напросто изменилось. Бюджет, понимаете, а что я вам рассказываю? Вот любой урез бюджета на культуре, на ком первым сказывается? На ком? Что мне вам рассказывать, так сказать? Вы сами не знаете лучше. Значит, преобразование сфер. Федералы. Значит, у нас есть две ассоциации, на самом деле больше. У них очень серьезные задачи. Значит, что надо делать? Надо делать, конечно же, программу, концепцию трансформации. Перечень задач, да? Значит, весь блок законодательных материалов. Закон о библиотечном деле. Везде, где он, так сказать, фигурирует в Гражданском кодексе, библиотеки фигурирует. Модельный стандарт тоже новым должен быть, потому что требуется совершенно новое. Системы аттестации, на самом деле система переподготовки кадров, я ей чуть позже скажу подробнее. Тотальной переподготовки кадров, потому что под эти задачи нужны новые люди с иным сознанием. И это будет, она уже началась, Великая библиотечная революция. И система мониторинга. Сколько вы сейчас отчетов пишете? Да? Все, что вы должны сделать, это ввести данные один раз в веб-форму. Все. Дальше система должна считать сама. Собирать из филиалов по ЦБС, из ЦБС по республике, суммировать, 6 НК формировать, получите. Понимаете? А некоторые до сих пор отчетность еще делают, знаете, десятками вот этих. Точка. Ужас, жаль. Понимаете? У вас отчет, сделайте экселевскую таблицу, кто-нибудь, дайте образец всем, разошлите, чтобы статистика была там почему угодно. 31 декабря, последнюю цифру вы внесли, да, таблицы с данными обменяли, все, в итоге у вас получился полный по посещаемости, полная книговыдача 31 декабря. Понимаете, сколько можно так себя мучить? Преобразование снизу, друзья мои, это уже вообще прямо непосредственно к нам, совсем. Прежде всего, это изучение того, что людям нужно. Не тем, кто к вам ходит, я повторюсь, а вообще всем, кто живет на этой территории. И мы учреждаем те сервисы, которые нужны этим людям. Еще с прицелом на перспективу. Помните, они не понимают, среднестатистические граждане, какая эра грядет. Они думают, что все будет, как и во времена Хуана. Да? Значит, если нет ни денег, вообще ничего нету, да, кроме желания. Я всегда привожу этот пример. Минусинск, библиотека имени Черкасова. Совершенно потрясающий пример. Просто потрясающий. Назначили молодого директора, парня с образованием СКД, социально-культурной деятельности. Кто учился в библиотечных, помните, это бывший КПР. Мы их так относились. Да, библиотекари на них смотрели как так. Они, видимо, на нас так же смотрели. Так вот, назначили парня завфилиала. Минусинск, 75 тысяч жителей. Да? Значит, помещение отобрали в центре, в квартиру на окраину. Значит, знаете, что такое, да, первый этаж. Да? И сказали, лето дело, или весной где-то. В декабре мы тебя закроем, просто, поработай что-то. Стены ободраны, вообще ничего нет, мебели нет. Но он решил, как надо занять себя на это время. Да? Что он сделал?
поскольку он СКДшник, да, у него хорошие связи вот с творческими, так сказать, людьми города. Да? Он обошел всех. И всех позвал. Ребят, вам нужно место? Вот место нужно, где реализовывать, да? Киноклуб, самодеятельный театр, что-то еще. Вообще там пришли люди, сделали, им понравилось, потому что там не барьерят, да? Если ты не нарушаешь законы, если ты не распиваешь, если ты там не жгешь костры и там не варишь марихуану, да, все, пожалуйста, работай. Это творческий процесс требует пространства. И творческие люди никогда не бывают такие стандартные, послушные такие. Никогда. И ни разу. Да? Люди сделали ему ремонт методом народной стройки. Понятно, что такое, да? Сами все купили. Это вот как у вас. Ноль бюджета. У вас еще лучше происходит. И тут уже вся страна может к вам приезжать, на самом деле. Значит, приехал председатель Заксобрания Красноярский учреждать модельные библиотеки. Да? Должна быть другая в Венесуэльске была библиотека. Но он посмотрел, что-то как-то там не очень. Люди, понимаете, люди. Такими с постными, такими физиономиями, такими библиотечными. Вот. Вы знаете, что библиотекари внешне видно. Вот, то есть они идут группой, да? Их видно. На самом деле. И учителей. Вот две категории библиотекарей и учителей. У них вот такое выражение лица. Вот, так вот, я сам, причем библиотекарь, я считаю, что я о себе. Значит, ему не понравилось. Он говорит, а что у вас еще есть? Он говорит, а вот, прям далеко. Ну, то поедете, посмотрим, да? Он приехал, ему так понравилось. Вот здесь. Библиотека имени Черкасова, да? Вот кто ее знал? Сейчас это буквально флагман. Вот если куда учиться ехать, да, это в Минусинск, библиотеку имени Черкасова. Там вот это, так сказать. Парню 30 лет. Понимаете? И он потрясающий, мне так нравится, на самом деле. Он флегматик. Вы знаете, вот есть такие экспрессивные, да, и вы их знаете, есть такие, да? А вот он такой флегматик, спокойный. И вот он выступал в том году в Судаке, ну, а там же библиотека, как же так, вот вы так сделали, как у вас получилось-то? А персонал у вас какой? 7 человек. А как вот они все, так сказать, вот все вот восприняли эти инновации? Нет. Из 7 человек 4 уже новых. Понимаете? Вот и все. Понимаете? Те, кто не воспринял, идет куда-то, так сказать, реализовываться в другое место. Просто. Люди появляются, на самом деле, людей творческих, интересных, вокруг нас. Огромное количество. Мы должны, это наша задача, мы должны их обнаружить и привлечь к себе на свою площадку, чтобы они привлекли к нам аудиторию. И вот тогда пойдет наш процесс взаимного обогащения идей. Многообещающе звучит. И, вы знаете, я даже не боюсь впасть в какой-то пафос, вот в что-то такое, да. Все знают это выражение, да. Помните, что там Андрей-то делал до этого? Чем занимался? Что он ловил? Рыбу он ловил, да? Рыбу. И когда его Иисус позвал с собой, Лука 5 глава, кто забыл, освежите. Он сказал, Господи, не могу пойти за тобой, ибо я рыболов. На что Иисус сказал ему вот эту фразу. Отныне будешь ловить человека. И это прямо и непосредственно относится к нашей с вами профессии. Сегодня и в обозримом будущем завтра это наша с вами основная задача. Другой у нас нет. Способы самые разные, я их уже описал. Я уже рассказал об этом. Да? Наши профессиональные обязанности
смещаются на все формы познавательной деятельности. Какие только не существуют. Мы, смотрите, анализируем существующие перспективы, тренды, да? Мы соединяем их с интересами нашего сообщества и организуем обсуждение, принятие решений. Мы организуем социум фактически. Это и называется ловить человека. Представляете, какими личностными профессиональными характеристиками надо для этого обладать. В основе всего, друзья мои, лежит опережающее сознание. Вы должны видеть на несколько шагов вперед, чем это видят среднестатистические люди. Одна поучительная история насчет опережающего сознания. Некий очкарик, ботаник, прямо скажем, учился в 1975 году на юридическом факультете Гарвардского университета. Юридический факультет, это вот, чтобы вы знали, МГУ, Высшая школа экономики и МГИМО вместе взятые. Это high-end, лучше не бывает. И он уже на втором курсе, юрист. Только начался, даже для него был 4-й семестр, да, январь месяц 1975 года. Представляете, какие компьютеры сегодня? Он пришел в столовку своего университета и увидел, да, журнал Popular Electronics, на обложке которого был первый персональный компьютер. Altair 8800. Компьютер был туп, как сибирский валенок. Он тумблерами управлялся. Знаете? Памяти там вот столько было, да. Ничего не умел, да. Но, как позже очкарик вспоминал, меня пот холодный прошиб. От страха. Именно от страха. Как уже делают персональные компьютеры. А я здесь в Гарварде штаны просиживаю. Знаете, что очкарик сделал? Бросил Гарвард. Первое, да? Убедил мать. У него матушка была такая серьезная женщина. Организовал компанию по производству программного обеспечения для персональных компьютеров. Результат знаете? 19 лет журнал Forbes признавался самым богатым человеком планеты. Имя, фамилия тоже понятно. Билл Гейтс. Уильям Билл Гейтс. Вот что значит обладать опережающим сознанием. Вот это ваша роль сегодня и в обозримом перспективе. Именно так. Это основа вашей деятельности. Компетенции. Компетенции тяготеют к методам социального проектирования, конечно же. Это, то, что я уже говорил, да, понимание трендов, понимание проблем сообщества, понимание того, как их можно решать. Мы выявляем противоречия, обсуждаем, модерируем, добиваемся принятия решений и транслируем дальше. Результаты обсуждения. Вот наша сегодняшняя основная задача. Этот функционал, он только еще начинает прорастать кое-где, вот буквально в единичных местах, но он начинает прорастать. Но этот функционал, он растет, знаете, как трава, которая асфальт пробивает. Видели? Казалось бы, все, вот не должно быть здесь ничего. А там появляется трава. Слава Богу, у вас ростки очень сильные здесь есть. Пожалуйста. Резкое возрастание самой профессии, поскольку мы, в принципе, меняем сообщество. Но, друзья мои, вы знаете, что такое стрессогенность? Вообще? Стрессогенность. Насколько что-то генерирует стресс, да? Вот по степени стресса сегодня библиотечная профессия в самом конце списка.
Ниже только, по-моему, настройщик роялей. Что-то такое. Да? Самое стрессогенное — военный летчик. Там трейдер тоже, то есть финансовый трейдер тоже. Стрессогенное это еще. Знаешь, что трейдеры работают до 30 лет. Трейдеры, которые торгуют на бирже. Не выдерживают психика, потому что ты рискуешь каждый день чужими деньгами. На секунду позже, так сказать, миллионные убытки, секунду раньше. Они уходят 30 лет, кто не уходит, обычно в психиатрию попадает. Просто не выдерживает психика. Вот, так вот, библиотека сейчас вот где-то там, да? Полное изменение роли, да? Многие из вас, ну что говорить, я вот как поступил в вуз, да, так начал встречаться с людьми, которые сознательно пришли в профессию, вот нам где-нибудь за стеллажом, с чайком, с булкой. Самое милое дело, Бог с ним, зарплата, зато тихо, хорошо, спокойно. Это все, друзья мои, прошлое. Но у нас персонал-то такой, понимаете? У нас-то вот никуда не денешься, но предстоит меняться. Предстоит такая обкатка танками, что мама не горюй. Преобразование, как же, что с ним делать, с персоналом? Да, вот он есть, да, его на свалку истории не отправишь, как-то надо его перевоспитывать. Значит, прежде всего, очень простые решения, на самом деле. Создание системы переподготовки. Естественно, дистанционно. Схема очень простая. Прежде всего, каждый тотальный, да, на уровне федерации, на уровне субъекта федерации, чего угодно, да, где угодно. Ну, скорее всего, будут пилотные проекты, пилотные регионы. Проходит систему аттестации, удаленно отвечать на вопросы. Разные. Общей культуры, так сказать, истории, литературы, науки, как он понимает жизнь, так сказать, как у него с логикой хорошо, вот это очень хорошо. В огороде Кузина в Киеве дядька — это нормальная логика для вот, студентов, так сказать, и библиотекарей тоже, к сожалению. Значит, после этого система ему считает, где он хорошо, где он плохо. Да? После этого система открытых дистанционных курсов. Вот этому прописано этому. Этому технику подтянуть, этому еще культуру подтянуть, этому что-то еще. Да? После этого система итоговой аттестации. И после этого принятие решения. Вот человек трудоустраивается в структуре библиотеки или идет где-то в другой области деятельности трудиться. И это можно сделать, это, знаете, делается за 1,5 года, в принципе. Достаточно сравнительно небольших капиталовложений на уровне федерации и, пожалуйста, система. Причем, знаете, чем хороша, да? Она одна на всю страну. Одна на всю страну. И спрашивают, так сказать, совсем одно. И подтасовать нельзя. Даже сам разработчик не знает, какой вопрос он будет вылететь. Понимаете? А вопросы так составлены, что я по одному вопросу, вот по одному, клянусь. Это только по одному. Я могу сказать, вы знаете литературу русскую или не знаете? Вот я вам задаю один вопрос, а в зависимости от того, как вы отвечаете, я понимаю. Знаете вы литературу или нет? Насколько? Это очень показательно. Люди действительно грамотные. Говорят, ну что такой простой вопрос? А те, которые наоборот говорят, ой, ну это же вот не очевидно. Нет, если у вас есть знания, все очевидно. Все очень просто. И таких вопросов очень-очень-очень. Ну это целое мастерство, целое искусство. Создавать такие вопросы, которые бы... Просто один пример. Фильм «Дневник директора школы». Дневник директора школы. Помните такой там? Олег Борисов, по-моему, вроде директор, да? Приходит наниматься молодая ученица начальных классов. Вроде все хорошо. И все хорошо, диплом хороший, училась хорошо. А как вы добираться будете до нас? На трамвае. Как? На трамвае. Извините, вы нам не подходите. Вот таких вот в системе аттестации, таких трамваев, уверяю вас, огромное количество. Там надо, ну, например, по фрагменту фильма, определить эпоху. Костюм, машины, как люди говорят, понимаете? Сразу показывает, насколько человек знает историю. Или он историю не знает совсем. Вместо эпилога, друзья мои.
Совсем. Смотрите, какая вещь-то у нас. Знаете, как говорят, задумался о смысле жизни, да? Это что-то такое отвлеченное, неважное, что-то такое, не имеющее к реальной жизни непосредственно отношения. Вот жизнь предшествующих поколений в основном была связана с заботами о добыче ресурсов. Да? Люди тратили основные жизненные силы на то, чтобы обеспечить себе жизненное существование. Пирамиду Маслоу знаете, да? А сегодня совершенно другая ситуация. Система искусственного интеллекта плюс робототехника показывала как что, да? Берут на себя производство. Высвобождается огромное количество людей, рабочих сил. За счет чего будет существовать, есть такая вещь, называется БОД. БОД. Безусловно, основной доход. Выплачивается просто человеку, просто потому что он человек. Просто. Про БОД я могу рассказать, там есть интересно. Но просто вот пособие, как вот пенсии выплачивают, так просто потому что он человек. Соответственно, вопрос, друзья мои, очень важный. Многие из вас от этого вопроса бегут как от огня. Зачем вы живете? Кто-то думает, что он живет для того, чтобы институт закончить. Кто-то для того, чтобы диссертацию защитить. Кто-то для того, чтобы футбол посмотреть. Или там, я не знаю, сериал слезливый, или наоборот, веселый. С придурковатыми актерами, которые кривляются. Откровенно. Вот эти вопросы смысловые становятся сегодня главными. Потому что других становится все меньше. Ситуация очень интересная. Человечество делится уже не на богатых и бедных, не там не на больных и здоровых, не на каких-то по цвету кожи. Человечество делится на тех, кто живет самостоятельной жизнью, понимая для чего, как и что он хочет в жизни. И от тех, кто плывет по течению, кому указывает, как ему жить, ВКонтакт, Одноклассники, Фейсбук и еще Инстаграм с Твиттером. Потому что там работают системы интеллекта искусственные. Потому что там вас направляют туда, куда вы должны. Строим таким, знаете, в ногу двигаться. И разделение человечества самое ближайшее, оно уже началось. Те, кто развивает свой творческий потенциал и, соответственно, реализуется в этом мире, потому что спрос исключительно на творческие профессии, на творческую реализацию. И те, кто считает, что и так здорово, эти, пожалуйста, виртуальные миры. Виртуальные миры. Вы там будете переходить с уровня на уровень, там будете себя реализовывать. Вот, видимо, для этого вы там и будете жить, да? Все не все, но видели, да, прекрасно, так сказать. Женщина какая-то с сумасшедшим чувством юмора, торт, знаете, торт сейчас может любой сделать, да? Торт, на нем танк такой, из мастики. И написано там, Васеньке 33 годика. Знаете? А Васенька все в танке играет. Бух-бух-бух-бух. Инфантил. Это бич на самом деле человечество на самом деле. Потому что Васенька живет по указке создателей компьютерных игр. Покупает там новое вооружение за деньги, за реальные. Цифровые пушки. Усиливает броню там. Васенька считает, что это класс, что это круто. Он для этого родился. На самом деле он простейшая игрушка, да? Или я не знаю, возьмите любую рекламу, да, которая вам говорит, что если вы хлебнете кока-колу и помоете голову таким шампунем, вот оно счастье и придет, да? Ничего подобного. Оно наоборот отдалится, если так будете думать. Вот, значит, основной проблемой становится как раз обретение подлинного смысла. Обретение подлинного смысла жизни. Если мы вот все ступени, с которыми библиотека имеет дело, опустим, да, вот,
все 4 направления сведем воедино, мы получим одну очень важную вещь, коллеги мои дорогие. Библиотека существует для того, чтобы содействовать каждому в поисках смысла его собственного существования. Встреча с книгами – это тоже встреча с чьими-то идеями, да? Встреча с авторами фильмов, встреча с произведениями искусства – это всегда познание, это всегда познавательная деятельность. Она каждодневно в нас происходит. Все зависит от того, вернее, многое зависит от того, чем мы ее питаем. Сообщениями с ВКонтакта мы ее питаем. Ты где что делаешь? А что, прикольно? Понимаете? Или мы себя какими-то питаем высокими устремлениями. Смотрите, вы тратите одно и то же время на чтение, я не знаю, там, Гарсия Маркеса, да, и там Донцовой. Но результат разный. Просто. И теперь, когда к вам приходит человек и спрашивает, дайте мне что-нибудь почитать, чтобы не думать. Типичная ситуация. Типичная. Мне что-нибудь, чтобы не думать, да, вот, чтобы не думать. Вы можете сказать следующее. Дорогой мой или дорогая моя, да? Вот смотрите, если вы хотите не думать, то это вот так. Вот вам, так сказать, 1, 2, 3. Вот вам Рой, вот вам, так сказать, Маринина с Донцовой и прочие, Устиновы и еще эти мерзопакости. Но они просто, они делают на вас деньги. Ну что, делают деньги. Бренд, так сказать, на имени. Литературные негры, все это прекрасно знают. Но, судя по тому, что вам вы говорите, да, жизнь ваша не очень простая, да? Так вот, дорогой Павел Иванович или Матрена Петровна, вы, конечно, можете читать и не думать, да? Но тогда ваши реальные мечты, если они у вас есть, вы будете видеть только во сне. В лучшем случае. Если вы хотите изменить свою жизнь в реальности, пожалуйста, приходите к нам. На вот это, на вот это, на вот это, на вот это. Давайте мы вместе попробуем изменить ситуацию. Давайте мы попробуем изменить нашу реальную жизнь. И вот эта жизнь, вот эта деятельность как раз и является для библиотекаря главной. И тут я возвращаюсь к тому, с чего начал. Да? Именно эта работа и есть быть вторыми после Бога. Определять людям их жизненную траекторию фактически. Что может быть важнее, интереснее, будет более творческим. Именно поэтому библиотекарь это профессия будущего. Не всех это будущее туда позовет. Но, еще раз, в данном случае с библиотекарей не спрашивают, откуда они пришли. С них спрашивают, далеко ли они направляются. Если сюда, так сказать, за стеллажи с чашкой чая, один разговор. Если в другую библиотеку, в библиотеку, которая помогает людям в их повседневных и долговременных жизненных целях, то это в другую. Это иной стиль жизни, это иное миропонимание. И это, наверное, самое интересное и самая многообещающая профессия, которую только можно себе представить в будущем. И мы сейчас с вами, в данном случае, в правильное время, в правильном месте находимся. Зависит от того, куда каждый из вас пойдет, от каждого из вас. Есть, знаете, как в сказке, да, два пути. Я вас предлагаю подумать и принять решение. Каждый сам для себя. Работать предстоит очень много, спрашивать предстоит себя очень много, учиться. Вот эти, знаете почему человек вот из музея так выходит, ну, обращали внимание, что из музея выходишь просто очень уставший. Почему? Казалось, в музей ходил, картины смотрел, там, скульптуру, да? Образование новых нейронных связей. Когда вы смотрите картину, у вас происходит образование новых нейронных связей. И это больше сил отнимает, чем если вы мешки будете грузить там, вагоны разгружать. Это очень сложно. Но, я полагаю, того стоит. Я надеюсь, вы это время не зря потратили.
Вот и славненько. Я уложился минуту в минуту. Вопросы мы еще успеем. Вы их готовьте. Да? У нас сегодня время для серьезного, искреннего, правдивого обсуждения. Да? Долой лицемерие, долой ханжество. Да? Поговорим о нас как следует. Откровенно. Спасибо вам большое за внимание. Встреча состоялась, да, я уж не буду никого выделять, но мне очень понравилось. Понимаете, вот все плохо в Национальной библиотеке Удмуртии, да, кроме одного. Люди сохраняют чувство юмора. Да? Вот это под лучшим подвалом Ижевска, это вот совершенно классно. Понимаете? Значит, там есть мыслящие силы, значит, это есть залог на возрождение. Вы знаете, к миру, который сейчас нас окружает со всех сторон, да, можно относиться двояко. Да? Вот, применимо к библиотечным. Да? В принципе, дела, ну, понятно, не очень хорошо. Но где-то вот, да, где этот признак, где хорошо, там, где личность. Там, где приходит личность и говорит, я хочу делать вот так. Обстоятельства у всех одни. Да? Одни мы видим то же самое, там, я не знаю, в жизни, по телевизору, так сказать, и читаем. Но поступки у людей разные. Я приведу вам очень хороший пример, ну, люди, библиотекари такие нормальные, они те, которые не могут назвать, так сказать, иностранных писателей вообще, так сказать, кроме Льюиса Кэрролла. Вообще, ну, не знаю, человек библиотекарь, учится на библиотеке, не знаю, в принципе, что есть писатели иностранные, что это такое, есть такое зарубежье, а он там есть писатель. Ну, вот, понимаете, ну, что-то как-то надо, какой-то шок надо ему испытать, чтобы взяться за себя как по-другому, наверное, на мир смотреть, на себя посмотреть, диагноз себе поставить. И проплакавшись, начать новую жизнь. Так вот, настоящие библиотекари читали, безусловно, Кафку, и настоящие библиотекари, безусловно, читали Ярослава Гашека «Похождение православия». И вы знаете наверняка, что в принципе описывается одно и то же. Ярослав Гашек и Франц Кафка жили в Австро-Венгерской империи, период ее полнейшего распада. Вот все было плохо. Отрехлевший Франц Иосиф, да, так сказать, они жили в одном городе. Они, может быть, встречались, они не были знакомы, но они, может быть, встречались, где-то видели друг друга, как вот мы со Светланой Юрьевной, наверняка видели друг друга в 83 году на картошке. В совхозе Ерполецком мы сегодня. Так вот, смотрите, все дело в отношении к ситуации. Если вы читали Кафку, то это один неприходящий ужас и кошмар. И нету никакого просвета. И есть отношение Ярослава Гашека. Похождение православия. Это гомерический хохот. Сатира вот этой среды. Да? Очень важно, как мы относимся к этой ситуации. Если мы говорим, что, ну, что ж так делать, вот везде все плохо, вот так вот денег нет, так сказать, никто не любит, не уважает, так все и будет. Понимаете? Но если вы начинаете улучшать среду вокруг себя, к вам тут же примагничиваются люди, которые хотят идти в этом же направлении. И уверяю вас, если этим заниматься, в конце концов все обязательно получится. Не обязательно вот так вот возьмет и взлетит, да? По ступенькам, иногда, так сказать, сход на ступеньку, но обязательно вперед-вверх. И я еще раз, ну, на самом деле я бы этим не занимался, если бы не был уверен в успехе. Вот честно вам скажу. Вот эта роль библиотека, о которой я вам сегодня сказал, вопрос времени. Просто вопрос времени, да? А вопрос ко всем присутствующим, да? Вы хотите идти в это время или вам и здесь? Как, помните, говорил известный герой, известный фильм? Таите, таите. Не были мы никакой таите. Нас и здесь неплохо кормят, да? Вот это рубеж, вот вы поймите, да, это Рубикон, перед которым стоит сейчас вся отрасль. Не только в нашей стране, уверяю вас. Та же самая ситуация в Австралии, та же самая ситуация в Соединенных Штатах Америки, в Ирландии, в Европе. То же самое, да, исчерпали то, что было, не знают, что делать, учредители тоже не знают, что делать, сити-канцлы всякие, да. Но библиотеки ощупью, вот, так сказать, где-то в потьмах нащупывают вот эту дорогу. Вы не читали, не смотрели вот Тукай
обе, да, представительницы, никаких, так сказать, серьезных работ, допустим, на английском языке, я читаю, например, но вы делаете именно то, что там рекомендуется. Я вас всех призываю превратить свои места в место, которое... Посмотрите фотографии библиотеки Штутгарта. Совершенно потрясающая библиотека Штутгарта. И я спросил замдиректора, с нами был замдиректора, я спросил, а зачем люди приходят в библиотеку? И вот это ее ответ меня, собственно говоря, все поставил на места, да? For inspiration. За вдохновение. За вдохновением. Сделайте так, постарайтесь сделать так, чтобы люди приходили в вашу библиотеку за вдохновением. И каждый день вашей жизни наполнится высоким и глубоким смыслом. Спасибо за внимание, за то, что пришли. Если что-то, я в Фейсбуке есть, пишусь по латинице, если вдруг кто-то не может найти. Вадим Степанов, но по латинице. Я всегда отвечаю всем, но если, так сказать, по делу люди отвечаю. Так что давайте, так сказать, задавайте вопросы, любые вопросы, я всегда всем отвечаю. Спасибо вам еще раз.